В конце XVIII века, еще до формальной аннексии Крымского ханства, российское правительство решило переселить всех христиан, живущих в Крыму, а они были преимущественно, за небольшим количеством католиков, православными, за пределы Крыма. Но формально это объяснялось тем, что, дескать, в мусульманском государстве, в Крымском ханстве, где ислам доминирующая государственная религия, христианам живется очень плохо, и надо под покровительство христианнейшей императрицы Екатерины II куда-то отсюда уехать. Куда уехать? Буквально в результате предшествующей этому очередной войны, в результате которой был заключен Кючук-Кайнарджийский мирный договор, часть Азовского побережья с нынешним городом Азовом, или в традиции Азак-Денизы, она, то есть Ногайская степь, часть Ногайской степи перешла под власть русского императора. Оказался такой разрыв в владениях крымского хана. С одной стороны, Кубань нынешняя там и до Дагестана примерно все-таки еще считалось ханство. С другой стороны, западнее, там, примерно от нынешнего Запорожья и до западной части Одесской области тоже крымское ханство. А вот тут такой выход. Степь, фактически политически подчиненная России, уже попавшая под ее юрисдикцию, но еще практически никем не заселенная, потому что нагайцы частично были перебиты российскими войсками, частично бежали. Незаселенное пространство с довольно суровым климатом. Ну, по тем временам, когда, опять-таки, нет централизованного отопления, нет леса, нет угольных разработок. Кстати, после этого они начались в Донбассе. Нет. Это, продуваемая всеми ветрами территория, на которой жили кочевники, приспособленные к этой территории. Но вот ее решили заселить. Заселить кем? Крымскими христианами. И кто же это были? К этому моменту выяснилось, что в Крыму есть 3 больших христианских общности. Но там были немножко и другие, мы о них тоже поговорим, но самые большие составляли 2. Первая – это как будто бы греки. Почему я говорю как будто бы греки? Потому что часть из них называлась румеями, то есть византийцами, и они говорили на своем языке, вот таком румейском, скажем так, средневековом греческом языке. Это не язык современный. Во-вторых, это были так называемые урумы. Что интересно, слово румей и слово урумы означает одно и то же. Римлянин. Только румеи это означает вот на средневековом языке греческом, а урумы это на тюркском языке. И что интересно, урумы говорили на тюркском языке. Они просто говорили на тюркском языке. Как на своем родном, будучи православными. И, наконец, это так называемые армяне. Почему говорю называемые армяне? Потому что, по сути, это были армяно-кыпчаки. Это люди, говорившие на кыпчакском языке. Или, можно сказать, все-таки все меняется со временем. Это крымско-татарском практически той поры языке. Но которые были прихожанами армянской апостольской церкви. Таким образом, получилось, что Суворову и Румянцеву было поручено обеспечить как бы добровольное переселение по желанию самих этих людей за пределы Крыма, а именно вот в эту Азовскую степь. И царское правительство последовательно это провело. Дело в том, что крымские христиане совсем не хотели уезжать из Крыма. Более того, очевидцы событий пишут, что в отдельных случаях крымские греки, так их стали называть, крымские греки целыми селами принимали ислам только для того, чтобы избегнуть этого переселения. Потому что если ты мусульманин, как бы взятки гладкие. Вот я живу в Крымском ханстве, да, я был христианин, ну вот я все, я мусульманин. Отстаньте от меня. Как это выглядело?
9 марта 1778 года Екатерина издала указ на имя Потемкина, назначенного в 1775 году правителем Новороссийской, Азовской, Астраханской губернии. В указе говорилось, что генерал-фельдмаршалу графу Румянцеву-Задунайскому повелевается переселить живущих в Крыму греков, грузин и армян, которые добровольно на это согласятся, в Новороссийскую и Азовскую губернии, и стараться всеми образами склонять и уговаривать, чтобы добровольно перейти согласились, а особливо убедить к тому тамошнего греческого митрополита. Что значит греческий митрополит? Возможно, он был греком, Румей Игнатий. Сейчас об этом трудно судить, но он был, конечно, митрополитом Византийской церкви, то есть греческой церкви. Армянское и греческое население не желало этой миграции. Христианскому населению, имевшему дома и хозяйства, издавна обосновавшемуся на крымской земле, было чрезвычайно трудно оставить обжитые места. Весной и летом 1778 года они еще не давали согласия на переселение, хотя и были запуганы обещаниями о том, что сопротивляющиеся переселению будут жестоко наказаны. Но это к вопросу о добровольности. Крымское ханство возглавлял к этому времени Шагин-Гирей. О нем будет речь отдельно. Но это человек, который фактически уже был на содержании русского правительства. Ханское правительство Крыма не могло не понимать, что с переселением армян и греков оно теряет солидную часть своих доходов и лишается лучших торговцев, ремесленников, садоводов. Крымские старшины 17 июля 1778 года, то есть, обратите внимание, прошло буквально 4-5 месяцев, кто такие старшины, это по-русски используется, это мурзы. Мурзы и главы обществ крымско-татарских подали прошение на имя хана о немедленном расследовании слухов о выводе христиан в Россию. Я скажу так, что есть фрагменты из этого письма, из этого обращения, где говорится, ни один государь не допускает, чтобы его подданных без его ведома выселяли с его земли, и он бы этому не препятствовал. Что же вы делаете? Ну, хан там потянул кота за хвост, ему заплатили 50 тысяч золотых из царской казны, Игнатию, епископу, тоже заплатили приличные деньги, дали орден. И, в общем, закрыв на все глаза, на это согласились. Переселение началось в сентябре-октябре 1778 года. Опять-таки, очевидцы событий пишут о том, что татары до Перекопа провожали своих соотечественников, со слезами на глазах расставались. Часть людей приняла ислам, чтобы только не уезжать из Крыма. Но при всем при этом еще на следующий год продолжалось переселение. Вывезли остатки, тут немножко была община грузин, армян и валахов, то есть молдаван. И тоже на Азовское побережье. Вот с этого момента, я подчеркиваю, с этого момента присутствие потомков эллинской культурной традиции в Крыму было пресечено. К сожалению, в реальной культурной жизни с 1778-1779 годов в Крыму живых носителей потомков эллинской культуры нет. Сосчитаем, что было. 18 веков здесь, 5-6 веков там. То есть люди, которые прожили в Крыму, и их потомки более 2000 лет, 2200 лет, были выкорчеваны из этой земли и вывезены в другое место. Поэтому в настоящее время говорить о том, что греки, имеется в виду современные греки, выходцы из Эллады уже там 19 века там, или более поздние выходцы, что они имеют какую-то связь с вот этим античным культурным наследием, ну, это просто не так. Но встает вопрос и другой. А что же произошло? Ну, что происходит с брошенным домом? Когда эти церкви, эти монастыри просто были оставлены, эти дома. Ну, кстати говоря, это своего рода депортация, она осуществлялась все-таки в относительно более мягких условиях. То есть у людей было полгода, у армян и кыпчаков было даже около года для того, чтобы продавать это имущество, как-то распорядиться им. Это не были те 15 минут, которые
который она осуществляла в 1941 или 1944 годах. Поэтому, конечно, немножко лучше они как бы это пережили, но не очень-то и хорошо. Теперь вопрос, чем это всем кончилось. А это, во-первых, не кончилось, но только это не в Крыму. Поток урумов и румеев направили сначала в центр примерно нынешней Донецкой области, 2 года прожив там, причем приехав туда на зиму, причем приехав из климата, который субтропический в Крыму. И люди, которые, в общем-то, к этому времени уже занимались не столько выращиванием пшеницы или ячменя, сколько это были садоводы, овощеводы и скотоводы в небольших масштабах. Да, конечно, без посевного материала, без жилья, они в течение 2 лет практически половина их погибла. На это есть официальные данные. Практически половина погибла. Это и было царской милостью. Вот так их спасли от мусульман. В результате многочисленных прошений им позволили переселиться из центра нынешней Донецкой области в то место, которое сейчас именуется Мариуполем. Именно они и являются основателями Мариуполя, потому что это повторяло название их поселения под Бахчисараем Мариамполь, откуда, собственно говоря, они вышли в эту дорогу. Если вы посмотрите названия географические в округе, на юге Донецкой области и по Азовскому побережью, вы увидите там такие названия, как Урзуф, Ялта, Алупка, Сартана, Мангуш, Старый Крым и много других. По сути говоря, люди вывезли с собой эти же самые названия, которые были у них в Крыму. Еще одна интересная особенность. Они говорили на 2 основных языках. На тюркском, урумском языке, который очень близок к крымстатарскому, и на румейском. Это средневековый византийский язык. Так вот, в Донецкой области эти села селились врозь. И хотя там нет такого точного ареала, кто где живет, но там есть по нескольку урумских сел и есть по нескольку румейских сел. Есть смешанные села, но их меньше. И они сохранили свою культурную идентичность по сей день. Мы поем с урумами одни и те же песни. У них любимый танец называется хайтарма. И его можно посмотреть. Если посмотреть карту расселения в Крыму и посмотреть карту расселения Донецкой области, мы увидим, что это отдельные ареалы. Причем, что интересно, именно тюркоязычные урумы жили в окрестностях Херсонеса и Бахчисарайском районе. В Крыму, в районе Старого Крыма и Феодосии жили армяно-кыпчаки, тоже тюркоязычное население. Но их переселили не в Донецкую область, а то, что сейчас называется Ростовской. И, собственно говоря, они основатели города Ростова, по сути. Они образовали там поселок, который назывался, или село, которое называлось Норнахчеван, Новый Нахичевань. И в настоящее время это пролетарский район города Ростова. К сожалению, они были практически все ассимилированы и исчезли. Но, опять-таки, что для не знающих может оказаться удивительным, в Ростове довольно легко можно в ресторане заказать хайтарму. Это не какая-то экзотика, это традиционная музыка, которая, скажем, в Ростове присутствует, существует. И что интересно про армяно-кыпчаков. Они носили еще в XIX веке имена и фамилии, которые, вряд ли можно сейчас счесть армянским, допустим, Адабаш. И их фамилии Наян, у них стали появляться фамилии Наян, типичные для армянского населения или для армян, когда им проводилась паспортизация в 20 веке, когда им уже выдавали советские паспорта. Таким образом, к счастью, живые носители эллинской или постэллинской византийской традиции в Крыму живы. К несчастью, их архитектурное хозяйственное наследие осталось без присмотра после их принудительного выселения. В историографии эпизод с их переселением в Приазовье очень часто подается как спасение от
резни, которую устроили татары, или там от притеснений. Послушайте, значит, можно как бы просто посмотреть на факты. Дело в том, что, я уже говорил, что половина их в ближайшие годы практически погибла, так же, как погибли люди в 1944-1945 году после депортации других коренных народов. Вот тут есть данные по числам, что по данным ведомостей Суворова за август-сентябрь 1778 года, обращаю внимание, что это не могут быть полные данные, потому что переселение под конвоем российских войск продолжалось еще и в 1979 году. Выехало из Крыма 31 386 человек. Из них греков, то есть вместе и урумов, и ромеев, 18 400 душ, армян 12 598, грузин 219, валахов, ну, условно сказать, молдаване, там есть тонкости, 162. Из городов Кафа, Бахчисарай, Карасу-Базар, Козлов, то есть Кизлев, Евпатория, Ак-Мечеть, Сурхат, а также крестьяне из ряда деревень: Татлы, Топлум, Мелик, Камышлык, Сала, Чурюксу, Султан-Салы, Уртавак, Топчак и другие. Это только за 2 месяца. При этом обратите внимание, что их предки жили в Крыму к тому времени уже более 2000 лет. Безусловно, они на этот период были незначительным меньшинством. У меня вопрос. Если господствующее по численности населения другого вероисповедания всерьез решило, что нужно уничтожить эту общину, свести на нет, замучить, перерезать и так далее, у меня вопрос, им что, 2000 лет не хватило? Другой вопрос. Буквально через 5 лет, в 1783 году, вся территория Крымского ханства была объявлена территорией Российской империи. То есть никакого уже тут мусульманского крымско-татарского государства нет. Здесь это обычная провинция Российской империи, так же как Петербург, Москва, там, я не знаю, Киев, Оренбург и всякое такое. 5 лет. Если весь вопрос заключался в том, что этих людей нужно было спасти от погромов, от резни, от там уничтожения, от притеснений по религиозному признаку. После того, как эта территория стала обычной территорией Российской империи, и православие стало господствующей религией на этой территории, как и во всей царской России, почему же этим людям не дали вернуться назад? В чем проблема? При всем при том, что уже в это самое время царское правительство стало завозить, представьте себе, греков из архипелага, это Потемкин, греческие повстанцы против Османской империи, которые потерпели поражение, частично приехали в Крым, их поселили в районе Балаклавы, новые греческие села. И весь 19 век продолжалось заселение Крыма греками. И, кстати, Приазовье тоже. Сейчас в Приазовье 3 общины. Урумы, тюрки, румеи, средневековые греки, и новогреки, которые завезли туда в 19 веке. Но проблема в том, что греческое консульство и представительство, оно делает все, чтобы всех и урумеев, носителей средневекового языка, и урумов, тюрков, превратить в новогреков. Там открываются новогреческие школы, им выдают греческие паспорта, их возят туда, их учат танцевать в сиртаке, вместо хайтармы из них делают греков. Но, как вы видите, это совсем не греки. Румеи, да, румеи, византийцы, то там очень сложно. Но вместо того, чтобы побеспокоиться о сохранении вот этого уникального румейского языка, его пытаются вытеснить новогреческим. Ну и, соответственно, всеми там культурными вещами и так далее. Но это происходит уже все не в Крыму. Что же такое современная греческая община Крыма? Ну, первые ее представители появились как раз в конце XVIII века. Это были беженцы из Османской Турции, но не совсем беженцы, потому что они приехали по морю. Был очевидный договор, опять-таки, между Царской империей и Османской о том, что часть населения, которая хочет убежать, может убежать. Вот их поселили в Крыму, из них сформировали греческие батальоны. Это, прежде всего, опять-таки, снова Балаклава, это вот известная Грушевка, Сова,
Это там ряд еще других мест, где они были военными поселенцами, где они призывались на службу в армии в случае необходимости. И в 19 веке постепенно это население прибывало из разных мест Балкан и Османской империи. Иногда их называли арнаутами, но это неверно, потому что это как бы смешение. Арнаут — это вообще-то албанец, но греки, которые из каких-то пограничных районов с Албанией сюда, тоже их могли называть арнаутами. Все это продолжалось до 1944 года, когда вот эта греческая община была тоже по обвинению в сотрудничестве с нацистами депортирована из Крыма и тоже претерпела страшные лишения. Но и тут все было непросто. Например, в 1939 году в Крым приехали рабочие из Цалкинского района Грузии для работы на виноградниках, в садах. И они прожили здесь год-два и попали под оккупацию. А в 1944 году они были депортированы как местные крымские греки. И сейчас часть их, предки которых здесь прожили буквально год-два до Второй мировой войны, вернулись в Крым и живут в Крыму как депортированные греки. Ну и, разумеется, какая-то часть греков приехала уже и после Второй мировой войны. Вот вместе они и формируют современную греческую общину. Она ориентирована на современную греческую культуру, на новогреческий язык, и она никак культурно, языково и традиционно не связана генетически с потомками первых эллинских поселенцев.